Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Сегодня мы с вами проводим два вебинара, и первая тема, с которой мы сегодня будем разбираться, это о проведении грантового конкурса для школ-участников проекта и школ-лидеров, командный проект. Уважаемые коллеги, представьтесь, пожалуйста, кто у нас уже присутствует на нашем вебинаре. В чате можно указать образовательную организацию, и вы участник проекта или вы школа-лидер. Видимо, у нас уже 31 участник зарегистрированы. Пожалуйста, в чате обозначьте свое присутствие. Если у кого-то есть проблемы с звуком, с видеоизображением, тоже, пожалуйста, в чате отметьте. Итак, видим СОЖ Приуральская с нами. Еще, уважаемые коллеги, команда участник у нас Приуральская. Коллеги, нас хорошо слышно, видно, плюсики хотя бы поставьте. Нам нужна обратная связь. С нами. Приветствуем вас. Да, слышно, видно. Хорошо. Хорошо, уважаемые коллеги, тогда мы начнем. Презентация у нас готова уже или все еще обрабатывается? Кто-то пишет, не вижу, не слышу. Леонид Хамитович, обновитесь. Я не решил, что слышно. Уважаемые коллеги, сейчас мы загрузим нашу презентацию и начнем непосредственно нашу работу. Уважаемые коллеги, проект «Эффективная школа» предусматривает проведение грантового конкурса для школ-участников проекта и школ-лидеров. Это, конечно же, командный проект, в котором участниками выступают школьные команды. Напомним об этапах нашего проекта. Зеленым цветом выделены те этапы, которые у нас уже прошли на сегодняшний день. Да? Мы организуем информационные сессии с вами. Вы должны были запустить своих педагогов для прохождения диагностики профессиональных затруднений и потребностей. Прошел у нас с большим успехом международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы надеемся, что многие из вас приняли участие в этом международном методическом семинаре и получили для себя такой заряд энергии, да, заряд знаний, умений, необходимых для того, чтобы эффективно пройти через все этапы нашего проекта и перевести свою школу в эффективный режим функционирования. Также у нас прошла проектная сессия по формированию программ перевода школы в эффективный режим функционирования для руководителей образовательных организаций в рамках, опять же, международного методического семинара. И прошла проектная сессия по профессиональной коллаборации школ-лидеров и школ-участников проекта. Школы-лидеры прошлого года, позапрошлого года представили свои наработки в области тьюторского сопровождения школ-участников проекта. Ближайшими нашими событиями являются курсы повышения квалификации «Летняя дистанционная школа». Мы подробно рассказывали о возможности участия в летней дистанционной школе на нашем вебинаре 7 июня.
Коллеги, мы ждем заявки. Сегодня, напоминаю, последний день, 10 июня, когда мы принимаем заявки. Поступило достаточное количество заявок. Вы помните, что у нас ограниченные, да, возможности наши по реализации этих курсов. Поэтому кто еще до сих пор не прислал заявку, просим ее представить. Напоминаем, что обучение по всем программам идет бесплатно. 11 программ повышения квалификации с выдачей удостоверения установленного образца по итогам прохождения итоговых процедур и 5 программ открытых онлайн-курсов, на которых неограниченное количество педагогов может пройти обучение, в том числе и руководители могут пройти обучение, и там выдается электронный сертификат. 25-27 июня нас ожидает летняя школа для молодых педагогов. Да, мы ждем ваших молодых педагогов, особенно ждем педагогов, которые являются участниками проекта «Эффективная школа». Уже поступили заявки, мы еще до 15 числа принимаем заявки, так что большая просьба ваших молодых педагогов направить, подсказать им, если они не знают о том, что у нас будет проходить такая школа, и ждем заявочки. Информация есть вся на сайте. Напоминаю, что для участников проекта «Эффективная школа» обучение бесплатно, и организационный взнос вы также не платите. Пожалуйста, присылайте ваших молодых педагогов. Ждем их. Спасибо. Также на платформе «Мобильный методист» необходимо наполнить личные кабинеты, представить информацию о своей образовательной организации. На прошлом вебинаре 7 июня мы также говорили о том, как нужно заполнять анкеты, связанные с мониторингом качества образования, внешних и внутренних условий функционирования. Также ждем ваши заполненные анкеты до 20 июня. И надо уже начать работу по созданию, если у кого-то еще таких методических объединений нет, либо активизировать деятельность муниципальных и школьных методических объединений. В октябре будет проходить грантовый конкурс для школ участников проекта и школ лидеров. И сегодня вот об этом грантовом конкурсе мы более подробно будем говорить. Задачи на первое полугодие практически все мы с вами уже выполнили совместно. И вот последняя наша задача – это заключение партнерских договоров школа-лидер, школа-участник. Это одно из важнейших условий для того, чтобы школьная команда, муниципальная школьная команда могла принять участие в грантовом конкурсе. Напоминаем, что целью всего проекта «Эффективная школа» является разработка и реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в общем количестве муниципальных систем общего образования. Да, и такой процент, показатель результативности должен составлять 100%, то есть все муниципальные объединения, они должны принять участие в нашем проекте. Партнерские договора, их заключение является одним из условий и также одним из показателей эффективности реализации проекта на территории Республики Коми. Партнерские договора заключаются между школами-лидерами и школами-участниками проекта по разработке и реализации школьных программ перевода школ в эффективный режим функционирования. Конечно, все это проходит под контролем непосредственно управления образования соответствующих муниципальных образований. И институт сопровождает проект в качестве оператора. Напомню, коллеги, что информация о всех координаторах проекта «Эффективная школа», в том числе представителей КРИРО, Управления образования, школ участников и школ лидеров, уже размещено на портале «Мобильный методист». Попрошу посмотреть, если вдруг случайно так получилось, что координаты ваших представителей не указаны, и вы хотели бы, чтобы там появилась эта информация, просим направить ее нам, и мы обновим этот файл. Кроме того, вся эта информация размещена также и на сайте проекта «Эффективная школа», а на сайте института. Целью грантового конкурса является стимулирование командной работы между школами-лидерами, школами-участниками и школьными командами проекта по разработке программ перевода школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в эффективный режим функционирования с учетом выявленных ресурсов и профессиональных дефицитов педагогов. Это значит, что в конкурсе принимают участие именно школьные команды, да, то есть не отдельная школа-участник, не отдельная школа-лидер, а именно муниципальная школьная команда может принять участие в грантовом конкурсе.
Три основные задачи грантового конкурса. Первая задача – это выявление успешных практик командной работы между школами-лидерами и школами-участниками проекта и публичное признание личного вклада руководителей общеобразовательных организаций в развитие системы образования Республики Коми. Второй задачей является трансляция лучших программ школ-участников перевода школ, функционирующих в благоприятных условиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования. Третьей задачей является изучение и распространение опыта школ-лидеров по эффективному управлению общеобразовательными организациями Республики Коми. По итогам грантового конкурса школьные команды победителей конкурса, то есть те, кто займут первое, второе, третье места, получают дипломы победителей, соответственно, первой, второй, третьей степени от Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и денежное поощрение. За первое место в этом году выделяется 500 тысяч рублей. То есть очень такая серьезная сумма, которую вы можете потратить в своем муниципалитете на развитие школ с низкими результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Второе место команда получает 400 тысяч рублей. За третье место команда получает 300 тысяч рублей. То есть не школа, а именно школьная команда. Все другие школьные команды, которые заявятся на конкурс, но не выйдут в число победителей, получат сертификаты участников конкурса и денежное поощрение 40 тысяч рублей каждая школьная команда. Итак, что же включается в содержание заявки? Заявка подается от муниципальной команды. В команду, напоминаю, входят школа-лидер, школы-участники, и также определенную роль в школьной муниципальной команде имеет представитель управления образования муниципалитета. В содержании заявки включается, во-первых, программа перевода школ участников в эффективный режим функционирования, то есть каждая школа-участник должна представить свою программу. Во-вторых, это программа тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Эту программу представляет школа-лидер. И третье – это описание опыта взаимодействия школьной команды «Мы – одна команда». Дается в форме эссе. Далее мы озвучим критерии оценивания для каждой составляющей заявки. Для программы тьюторского сопровождения школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, основными критериями являются следующие. Дан контекст деятельности образовательных организаций с учетом анализируемой проблемы, описаны проблемы в деятельности руководителей школ, участников проекта, профессиональные затруднения, то есть дефициты педагогического состава школ, участников проекта. Кроме того, должны быть описаны управленческие действия, которые позволили бы решить проблемы в деятельности руководителей школ, участников проекта, и профессиональные затруднения педагогического состава школ, участников проекта. Также должен быть представлен алгоритм тьюторского сопровождения школ, функционирующих в благоприятных условиях, а также представлены ожидаемые результаты и показатели их достижения. Напоминаю, программу тьюторского сопровождения школ представляет школа-лидер. Для того, чтобы эту программу составить, необходимо получить информацию от школ-участников, чтобы проанализировать контекст деятельности образовательных организаций и описать проблемы в деятельности руководителей школ-участников, профессиональные затруднения и дефициты. Для программ перевода школ в эффективный режим функционирования, которые представляют все школы-участники проекта, следующие критерии. Дан контекст деятельности образовательной организации с учетом анализируемой проблемы, описаны проблемы в деятельности руководителей школ-участников проекта, профессиональные затруднения педагогического состава школ-участников проекта, представлен алгоритм перевода школ в эффективный режим функционирования, а также представлены ожидаемые результаты и показатели их достижения. Опять же, мы представляем контекст деятельности образовательной организации с учетом анализируемой проблемы на основе данных тех мониторинговых исследований, которые сейчас вы проходите. 3 анкеты у нас с вами есть, это основа. Кроме того, дополнительно могут использоваться и другие диагностические методы. Для эссе «Мы – одна команда» следующие критерии. Представленный материал должен быть оригинален, отображать командную работу в школьной команде, должен быть изложен живым и образным профессиональным языком без излишней научности. И еще один критерий – это представленный материал должен демонстрировать опыт взаимодействия в команде в достижении поставленных целей. Такие критерии, которые отражают именно установление вашего взаимодействия, сетевого взаимодействия в вашей школьной команде. Сроки проведения конкурса.
С 5 сентября начинается прием заявок. 3 октября мы должны подвести итоги. Скорее всего, это будет в рамках образовательного форума «Образование, государство, общество», который традиционно уже будет проходить у нас 3-й раз в Сыктывкаре. Есть ли у нас на данный момент какие-то вопросы в чате? Ну, нет. Пока вопросов нет, тогда мы идем дальше. Уважаемые коллеги, мы должны в своих материалах конкурсных учесть те признаки эффективной школы, о которых мы говорили в рамках международного методического семинара, в рамках кейса, в рамках проектной сессии. Это вот я взяла слайд именно нашего партнера Надежда Викторовна Бысик из Высшей школы экономики к нам приезжала, рассказывала об этом. Да? Напомним еще раз, каковы же эти основные признаки. Во-первых, это профессиональное лидерство, да? То есть лидерство руководителя образовательной организации. Это фокус на обучении и учении. То есть самыми главными для нас с вами должны стать задачи, связанные с результатами обучения. Это общие цели и видения. То есть школьная команда должна действовать в одном направлении. Это целенаправленное преподавание, то есть те технологии, которые мы используем, те технологии, которые используют ваши педагогические работники, они должны быть направлены на достижение высоких предметных и метапредметных результатов. Это, конечно же, высокие ожидания от учеников. Да? Часто мы с вами даем поблажки ученикам, говорим, ну, что от него еще ожидать, двоечник, он и есть двоечник. Этого не должно быть, да? Мы с вами должны задавать высокую планку для каждого ученика. Обучающееся сообщество. Этот признак говорит о том, что внутри школы должна быть создана такая среда, которая позволяет педагогам учиться друг у друга, взаимодействовать друг с другом. Это подотчетность и это стимулирующая безопасная образовательная среда. То есть вот те самые признаки эффективной школы, они также заложены были нами и в тех мониторинговых исследованиях, которые вы сейчас проходите. Так, как же стать участником конкурса? Сейчас мы представим алгоритм для школ-участников проекта. Первый шаг – это провести мониторинг условий работы школы. То есть вот на основании тех анкет, которые мы вам представили, оценить качество управления, качество преподавания, оценить качество внешней и внутренней среды. То есть эти анкеты, они прежде всего именно для вас предназначены, не для нас, хотя для нас тоже важно увидеть ваше состояние ваших образовательных организаций, но прежде всего результаты мониторинга, они должны послужить вам для того, чтобы сделать следующий шаг. Это определить сильные и слабые стороны школы. Это могут быть, например, низкие предметные результаты учащихся, это могут быть профессиональные дефициты педагогов. Возможно, у вас там еще какие-то сильные и слабые стороны определяться. Далее, да, на основе выделенных слабых сторон вы должны выделить приоритетные направления изменений. Их не должно быть много. 2-4 направления достаточно. Это может быть, например, усиление работы над предметными результатами. Это может быть оценивание, учет результатов. Да, возможно, вам нужно усилить партнерство с родителями. Либо вам нужно организовать поддержку профессионального развития своего педагогического коллектива. То есть здесь возможны различные варианты, которые вы должны продумать и обсудить вот с учетом своих сильных и слабых сторон. Далее, после того, как вы выделили эти приоритетные направления изменений, вам предстоит сформулировать цель своей будущей программы перехода школы в эффективный режим работы. Но при этом мы должны помнить, что цель должна соответствовать следующим требованиям. Она должна быть конкретной, то есть мы должны четко знать, к какому результату мы должны прийти. Она должна быть измеримой, то есть мы должны суметь представить, да, какие-то методики технологические для того, чтобы определить, достигли мы этой цели или не достигли. Цель должна быть достижимой, цель должна быть реалистичной, и цель должна быть определенной во времени. После того, как мы с вами сформулировали цель, мы переходим к формулировке задач. Задачи конкретизируют цель, и задачи также отражают действия по их достижению. Следующим шагом будет определение критериев успеха или результатов. Да, мы прописываем результаты качественные, мы прописываем результаты количественные. После этого мы можем приступить к составлению детализированного плана реализации приоритетов с учетом внешних, муниципальных и региональных ресурсов. И вот здесь как раз вам могут помочь ресурсы школ-лидеров. После того, как мы с вами все эти шаги проделали,
Остается уже последний шаг – оформить программу перехода школы в эффективный режим работы, ну и, конечно, ее реализовывать. Уважаемые коллеги, если есть необходимость представить какие-то конкретные шаблоны для программы перехода школы в эффективный режим работы, мы можем это осуществить, можем представить это на платформе «Мобильный методист», можем провести отдельный вебинар обучающего характера, да, методический вебинар по разработке вот именно шаблона программы перехода школы в эффективный режим работы. Если такая необходимость есть, в чате, пожалуйста, обозначьте. Если есть какие-то вопросы вот по алгоритму для школ участников проекта, можете в чате их задать. Закрыть? Да. Или скрыть? Нет, скрыть. Так, ну, пока у нас нет никаких вопросов по содержанию. Мы идем дальше. И далее мы представляем алгоритм для школ-лидеров, как стать участником конкурса. Прежде всего, начинаем мы, опять же, с результатов мониторинга условий работы школы. То есть это качество управления, качество преподавания, внешняя и внутренняя среда. Но здесь уже школам-лидерам необходимо будет работать с результатами мониторинга школ участников проекта. По итогам мониторинга необходимо совместно будет определить сильные и слабые стороны школ. Это могут быть низкие предметные результаты, это могут быть профессиональные дефициты педагогов. Далее определяем приоритетные направления изменений для каждой школы участника проекта. Это могут быть предметные результаты, это может быть оценивание, учет результатов, партнерство с родителями, поддержка профразвития и так далее. Да, возможно, получится, что у школ на территории одного муниципалитета будут сходные проблемы. Да, тогда школе-лидеру, конечно, будет легче определиться с этими приоритетными направлениями, да, и выбрать те направления, которые будут актуальны для всех школ муниципалитета. После этого необходимо сформулировать цель программы тьюторского сопровождения и конкретизировать ее в задачах и сформулировать действия по достижению этих задач. Далее определяем критерии успеха, критерии результатов, да, качественные и количественные. Составляем детализированный план реализации проектов, приоритетов с учетом ресурсов своей школы, школы-лидера. И оформляем программу тьюторского сопровождения школ участников проекта. То есть эта программа должна предусмотреть те направления деятельности с учетом ресурсов школы-лидера, которые позволят реализовать школам-участникам проекта свои программы по переводу школ в эффективный режим функционирования. Есть ли вопросы у школ-лидеров по сопровождению? Итак, после того, как школы-участники проекта сформировали свои программы перевода школы в эффективный режим функционирования, после того, как школы-лидеры оформили программу тьюторского сопровождения школ участников проекта, у нас вступает в деятельность уже школьная команда. То есть школьные команды. Первый шаг вашей работы – это согласовать цель, задачи, результаты программ перевода школы в эффективный режим работы и программы тьюторского сопровождения. Далее необходимо заключить договоры о сотрудничестве, ну и приступить к реализации программ. И далее описать свое взаимодействие в формате ИС «Мы одна команда». И очень важное условие для того, чтобы вы направили свои материалы на участие в конкурсе, это необходимо получить рекомендацию для подачи материалов на конкурс от муниципального органа управления образованием. Это обязательное условие, также в положении будет указано.
положение о конкурсе. Так, уважаемые коллеги, мы должны помнить о том, что стилями жизни эффективной школы является живое управление, общая система ценностей. То есть мы должны прийти к консенсусу по поводу высоких ожиданий, заявленных целей, четких правил поддержки каждого ученика. Это активное взаимодействие и сотрудничество, которое сочетает поддержку и требовательность как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне. И это совместное планирование и анализ действий с участием педагогов и партнеров школы. И тогда мы с вами можем обеспечить и сокоммуникацию, и содеятельность, и сотрудничество, и сотворчество, и соуправление, чтобы в конечном итоге повысить качество образования в своих отдельно взятых образовательных организациях. Так, уважаемые коллеги, есть ли вопросы по грантовому конкурсу, по организации грантового конкурса? Данная презентация будет размещена в разделе «Проекты. Эффективная школа». Также в новостной ленте мы разместим запись нашего вебинара и, соответственно, там же, чтобы не искать, если вам так удобнее, будет презентация. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, то тогда ждем вас буквально через несколько минут на вебинаре, посвященном сетевому взаимодействию школ с разным уровнем качества результатов обучения и заключения партнерских договоров. Спасибо.